эфире информационно-аналитическая программа «Республика». В студии я, ее ведущая Наталья Гудиева. Здравствуйте. Сигнальный экземпляр англоязычной версии книги профессора Людвига Чибирова «Остинская нартиада» выпущен издательством «Мир». По словам автора, идея издания книги на английском языке появилась у него во время презентации Осетинской нартиады профессора Тамерлана Камбулова. Идею поддержало научное сообщество Осетии. Сигнальный экземпляр выпущен в издательстве «Ир». Весь тираж готовится к печати в типографии Ростова, поделился Людвиг Алексеевич. Кроме того, по его словам, подходит к завершению работа над трехтомником энциклопедия Осетинской нартиады. Результаты труда нескольких лет коллектива авторов под его руководством. Сегодня доктор исторических наук, профессор и первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров – гость нашей студии. Людвиг Алексеевич, здравствуйте. Вышел в свет сигнальный экземпляр книги «Остинская нартиада». Книга переведена на английский язык. Почему это было так важно, чтобы книга получила и английскую версию? В 2016 году, когда вышло первое издание «Осетинской нартиады», моей монографии, то сразу же после этого состоялась презентация этой книги в нашем конференц-зале. До этого познакомились с книгой многие специалисты, и обсуждение получалось очень такое бурное. И было тогда выступление профессора Камбулова, его рецензия, опубликованная в Северной Осетии, прямо было указано о том, что о крайней необходимости издания этой книги на английский язык, чтобы с его содержанием был знаком именно специалисты, которые работают по Осетии, по народам Кавказа именно за рубежом. И вот это послужило, это предложение было поддержано и другими товарищами. И имея это в виду, я попросил одного анонимного автора поддержать мне эту идею. Она была переведена на английский язык, а переводчиком стала очень кандидат филологических наук, доцент Северо-Остинского государственного университета Елена Карсанова. Она уже имела опыт перевода подобных книг, и, как мне стало известно, книга переведена на хорошем английском языке. Вот это послужило основной причиной. Главная причина, почему Камбуловым было сказано это слово, потому что мы плохо занимаемся распространением нашей культуры за пределами русскоязычного мира. А культура наша очень богатейшая, и люди, которые занимаются нашей культурой за пределами Осетии, и во Франции, в Италии, в Англии, еще достаточно много, которые нуждаются в получении более подробной информации на своем хотя бы на английском языке. Вот этой целью было сделано осуществлен этот перевод. Скажите, вот ваши научные интересы в основном связаны с проблемами этнографии, а здесь мы видим несколько неожиданное обращение к нартоведению. Нартоведение является областью фольклористики, но вместе с тем оно настолько всеохватно в научном отношении, что в этом нартоведении непочатый край работы и для языковедов, и для литературоведов, и для этнографов, археологов, историков древности, музыковедов, искусствоведов. Одним словом, для всех отраслей гуманитарной науки, которые занимаются духовным развитием общества. И, естественно, нартовский эпос является жемчужиной из того, что мы унаследовали от наших предков. Равного нартовскому эпосу ничего не было. Ведь значение этой нартовского эпоса особенно велико для бесписьменных народов, какими являемся, в частности, мы. До революции у нас не было своей письменности. И ведь значение его в том, что именно без нартовского эпоса и без данных языка и без нартовского эпоса сегодня мы бы не имели бы полного представления о происхождении осетинского народа. Настолько высоко значение материалов нартовского эпоса для воссоздания древнейшей истории того или другого народа. Скажите, вот подходит к завершению также работа над трехтомником энциклопедии Остинской нартиады. Это результат труда
нескольких лет коллектива авторов под вашим руководством. Почему именно энциклопедия и есть ли подобные издания у других народов, Северного Кавказа в частности? После того, как в 2013 году под моей редакцией вышла впервые в осетинской истории, первая такая называется «Осетинская этнографическая энциклопедия», она также получила позитивные оценки в обществе и была воспринята положительно. И после этого уже зародилась идея, мол, даже были обращения ко мне, что вы, имея уже опыт создания подобного рода энциклопедической науки, продолжить эту работу. И было высказано два предложения: заняться энциклопедией, подобно Лермонтовской энциклопедии, Лермонтовской, создать Костаевскую энциклопедию, а вторая была именно создать энциклопедию по нартовскому эпосу. Но учитывая это обстоятельство и учитывая актуальность именно изучения обращения к нартовскому эпосу, мы предпочли именно нартовский эпос. Эту работу возглавил я в 2016 году. И сейчас фактически эта работа уже на стадии завершения. В скором времени начнется, видимо, верстка этой работы. К концу этого года мы его завершим. И если будет спонсорская поддержка своевременная, то обещаю нашим многочисленным читателям, что в будущем году этот трехтомник будет уже поступит в продажу. Скажите, вот если мы в состоянии, я имею в виду осетины, в состоянии составлять подобные энциклопедии, означает ли это, что у нас настолько много материала, который надо систематизировать? Эта энциклопедия, которая вот сейчас подготавливается, она будет называться «Энциклопедия осетинской нартиады». Да, как сказали, уже в 3 томах. И энциклопедия создается, когда по всей в области этой науки не остается неразработанными какие-то остальные такие глыбы, что ли. А осетинская этнография, это самый нартовский эпос осетинский, изучен более чем достаточно продольно. Они существуют в десятки монографий, сотни и тысячи различных статей. Так что нет ни одной проблемы в нартоведении, которая бы до сих пор не получила отражение в литературе и в работе тех или иных авторов. И поэтому мы взяли за него. Это первый опыт подобной энциклопедии, как и этнографической, ни у одного народа пока нет. Скажите, вот чьи труды вы считаете основополагающими в нартоведческой науке? Ну вот, обратите внимание, в самой книге, сама книга посвящена светлой памяти корифеев нартоведения. Вот они, Всеволод Миллер, Василий Иванович Абаев и Жорж Дюмизиль. Настолько их работы важны для нашей работы, они являются определяющими в нартоведении, они являются корифеями нартоведения все трое. И своей задачей я поставил именно отстоять в дальнейшем, укрепить эти идеи в итоге. И, конечно, и свои собственные мысли, свои добавления здесь тоже имеются. Это было вызвано фактически тем, что в последнее время, как вам известно, вообще, что же меня заставило заниматься нартоведением в целом, это, во-первых, две были главные причины. Первая причина то, что скифо-осетинские этнокультурные параллели, их больше, чем достаточно. Первым их начал Всеволод Миллер, обозначил там 4 или 5 основных параллелей между скифом и осетинской жизнью. Потом уже Жоржем Дюмисилем, Абаевым, Юрием Гаглоид и многими другими исследователями эти параллели расширились во многих. И они разбросаны по разным книгам и источникам в итоге. И мне захотелось просто несколько лет тому назад взять тему из скифо-осетинские этнокультурные параллели, собрать воедино все то, что существует в литературе, разбросаны, естественно, с добавкой собственного мнения, собственных материалов. И вот эта идея была первая создать. И первым, естественно, я начал заниматься скифо-осетинскими в области эпоса. И эпос меня настолько захватил, что в итоге в течение 5 лет интенсивной работы над эпосом вылилось в создание вот той книги, которая вышла в 1916 году. «Осетинская нартиада», да?
Я не фольклорист в итоге, я историк. И в этой книге я рассматриваю те вопросы, которые до сих пор были мало разработаны другими историками, другими исследователями. Да, рассматриваются там другие вопросы. Вот эти обстоятельства и меня привели. И вторая причина, почему я именно взялся за это дело, как вам известно, за последние полстолетия в особенности очень сильно развилась такая лженаука вокруг олановедения натовского эпоса. В особенности после появления знаменитой работы Василия Ивановича Чабаева «Нартовский эпос» в 1945 году на Кавказе среди других версий нартовского эпоса имеет место в ряде кавказских народов, и каждая из этих версий превратилась в самостоятельный эпос. Есть, например, адыгские, кабардинские, нарские сказания, абхазские и так далее. Но стал вопрос о первоначальной основе, где зародилось ядро нартовского эпоса. И хотя вот эти корифеи академической науки, перечисленные выше, которых мы уже показывали вам, они хотя и сказали свое веское слово, что это самый нартовский эпос зародился в скифо-аланской среде, тем не менее в последние годы появились именно работы, и каждый, в зависимости от национальности автора, они стали первоначальной ядро, которое возникло в адыгской среде, в абхазской среде, в кабардино-балкарской, в ингушской среде. Но осетины как будто бы не имели этого никакого отношения. Осетины восприняли будто бы от этих народов, от каждого из этих народов именно нартовский эпос. Это просто такая нелепость в научном отношении. Если кто близко знаком с литературой, это может просто вызвать только смех, потому что все обстоятельства говорят, свидетельствуют о том, что вот то, что было сказано корифеем нартоведения, это именно истинная правда. И все эти факторы я привел и постарался доказать вот этой книге, вокруг которой у нас сегодня разговор. Скажите, вот возвращаясь к вашей книге «Остинская нартиада», вот название говорит само за себя. Что означает подзаголовок «Мифологические истоки и реальные связи»? Вот впервые об реальных связях нартовского эпоса было сказано в работе Василия Ивановича Чабаева «Нартовский эпос». Там коротко описывается о том, что о реальных связях. Но дело в том, что согласно существующей такой субстратно-кавказской истории или теории полицентризма, согласно которому нартовский эпос возник параллельно, одновременно у всех народов Кавказа вместе взятые на Кавказе в итоге. И эти ученые, ряд ученых стали доказывать, что не надо искать корни эпоса за пределами Кавказа, что его создали народы Кавказа, и в самом народе, в среде самих народов надо искать его истоки. Это была совершенно неправильная теория. И впервые вот о сравнительных параллелях, об реальных связях эпоса именно высказался Василий Иванович Чабаев. Моя заслуга в данном случае, скромно говоря, заключается в том, что я расширил вот эти реальные связи, подытожил все, что сказано вокруг этих вопросов, и показал о том, какое огромное значение имели эти реальные связи. Вот в этой книге фактически рассматриваются реальные связи со многими народами Евразии, Европы и Азии, начиная с японских берегов до Скандинавии. Очень многие народы имели отношение, с ними можно было провести параллели нартиады с этих период. И это свидетельствует, раз имеются вот такие параллели, то эти параллели о чем-то говорят. Потому что если носители эпоса не встречаются где-то в жизни или являются соседями, не стыковались друг с другом, то не могут быть никакие параллели между этими другими вопросами. И вот это обстоятельство меня ввели в том, чтобы просто взяться за реальные связи. Второй вопрос – мифологические истоки. Ну, здесь то же самое, понимаете, в последнее время в нартоведческой литературе появляются даже вот такие мотивы. В целом определено о том, что нартовский эпос существовал с 8 века до нашей эры, с 8-7 века до нашей эры, со скифских времен, по конец 14 столетия, по конец татаро-монгольского нашествия.
И вот и было связано с 8-7 век это скифы, со скифами связывается, и после татаро-монгольского нашествия, окончания его. И вот многие ученые, чтобы просто чтобы нартовский эпос не был связан со скифами, они искусственно утривляют возникновение эпоса у этих народов. Например, в адыго-абхазских некоторых научных трудах говорится о том, что нартовский эпос, у них истоки его возникли где-то в 3-м тысячелетии. А некоторые даже договариваются о том, что в каменном веке впервые появился. Можете себе представить, в каменном веке впервые появились истоки нартовского эпоса. Это, как говорят, курам наспех. Каменный век – это палеолит, неолит, мезолит, это было 10-15 тысяч лет до нашей эры. Тогда никаких этнических группах и речи не могло быть. И поэтому я критически рассматриваю вот эти мифологические истоки и доказываю о том, что осетины являются одним из тех времен версий, у которых именно с древнейших времен существовали нартовские сказания. Людвиг Алексеевич, вот у Остин есть историко-этимологический словарь Абаева, Да. изданный в 1949 году. И можем ли мы говорить об уникальности Остинской нартовской энциклопедии в этой связи? Понимаете ли, у вас, Василия Ивановича, есть две самые выдающиеся работы. Это «Осетинский язык и фольклор» в 1949 году. Это было издано. А вторая, самая знаменитая, вот тут историко-этимологический словарь осетинского языка, она с 54-го том, первый том, и в 89-м в конце 4-й том. Это совершенно другие работы. Это этимологического характера. Это история каждого слова. Это уникальный труд. То есть мы их никак связывать Нет, не это можем? просто дополняется друг к другу. Наоборот, я в некоторых вопросах, там, где у нас имеется в этнографической, из-за того, что есть у нас историко-этимологический словарь осетинского языка, некоторые вопросы мы не стали расширять в этой энциклопедии, ссылаясь на работу Василия Ивановича Абаева. Они дополняют друг друга, дополняют во всех отношениях друг друга. И, конечно, говоря об этих работах, основополагающими все-таки являются работы Василия Ивановича Абаева. Это просто без его трудов невозможно. Без трудов этих классиков фактически невозможно. Они как бы арьергарды, да, согласно которым не только можно укрываться, но даже и нападать. Настолько всесторонне они рассмотрели основные постулаты, связанные с нартовским эпосом. Ну что ж, я благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам и рассказали о своей фундаментальной работе. Самое главное, где можно будет купить, приобрести эти книги, издания? Ну, как я хотел бы в данном случае выразить признательность республиканского издательства «Ир» в лице его директора Казбека Таутиева, редактора издания Али Цараковой, художника Натальи Гогаевой и всех других, которые приняли участие в подготовке этой книги. Она достойно выглядит и как в полиграфическом отношении, так и по качеству издания. Они, как мне уверены, что в ближайшее время книга печатается в одной из типографий Ростова-на-Дону, в ближайшее время поступит в продажу и в тех магазинах, в которых реализуются обычно книги издательства «Ир». Да? Да. Ну что ж, спасибо вам большое, здоровья и удачи.